Сотрудники ГИБДД вместе со студентами раздают буклеты, где написано «Мусульманин за рулем». Своего рода напоминание водителям о том, что следует знать верующему человеку, когда он садится в автомобиль. Сегодня далеко не все следуют даже элементарным правилам дорожного движения. Эта акция как попытка достучаться до правонарушителей с точки зрения религии. По мнению богословов, несоблюдение правил дорожного движения без уважительной причины влечет за собой риск возникновения аварии и может навредить другим людям, а значит является грехом. Как правило, люди старшего поколения ругают молодежь за лихачество на дороге, но в любом возрасте находятся адекватные люди, отдающие отчет своим действиям и призывающие к этому других. حين جوجتي لغار كوها ميوه يا سيو دينكا يا سويت هو دال حيتا عادل دال حيتا ده بتشنيات سددي بق دوج ده دينكا كذا صابر اللي شبع خيفرسون هنا الشيخ للبيتوا صابر يعمل لي هون احتو ديك خبرنا احتاخد. Мы все мусульмане, хвала Аллаху, правильно? И мы должны соблюдать дорожное движение, мы должны аккуратно ездить, правильно, в любом случае. Тем более сейчас, на данный момент, на сегодняшний день и по сегодняшний день только так гоняют здесь. Не соблюдают дорожное движение. По-моему, сами очевидцы, тот, кто даже здесь стоит сейчас. Братья, давайте, пожалуйста, соблюдать дорожное движение. Наравне с соблюдением правил дорожного движения мусульманину необходимо заботиться о безопасности на дорогах. Нельзя создавать помехи окружающим, подрезать других участников дорожного движения, выезжать на так называемую встречку. Каждый день листаю, например, в Инстаграме, видно аварии только. Как по 3-4 аварии в день бывает. Такие профилактические акции сотрудники ГИБДД проводят регулярно, чтобы донести до нарушителей дорожного порядка: лихачество на трассе не приводит ни к чему хорошему. Результат резких и необдуманных действий недобросовестных водителей – это, как правило, здоровье и жизнь ни в чем не повинных людей. К сожалению, в последнее время произошли ряд ДТП, которые, к сожалению, пострадали в тяжелом состоянии находятся люди, погибли люди, к сожалению, погиб один ребенок. И мы тем самым хотим сегодня все-таки обратить внимание наших водителей, что это не просто прихоть закона Российской Федерации, это правила, которые они должны соблюдать, которые они должны каждодневно использовать для того, чтобы сегодня жители чувствовали себя комфортно в процессе дорожного движения и благополучно возвращались в свои дома. С начала этого года в республике произошло 72 ДТП, в которых погибли 24 человека и 123 получили различные травмы. Среди умерших 2 несовершеннолетних и 10 детей пострадали. Эти цифры еще один повод задуматься. Время вечно, а ты нет. Михаил Тангиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.